الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Сегодня наше правило из книги Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, из суры Тагабун, из 11 аята, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ма асаба мин мусибатин фамин Аллах, ма асаба мин мусибатин фамин Аллах, ва ман ю'мин биллахи яхди кальбах, валлаху бикулли шайин алим». И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: любое несчастье, любая трудность постигает только по воле Аллаха, то есть по Его предопределению, по Его приказу. И сердце того, кто уверовал в Аллаха, сердце, которое привязано с Аллахом, которое верит в Аллаха, он, то есть Аллах Субханаху ва Тааля, наставляет на прямой путь. Аллах знает обо всякой вещи. И это правило, в котором мы всегда остро нуждаемся. Это правило, которым мы всегда остро нуждаемся, и в особенности, когда подвергаемся каким-либо трудностям, каким-либо испытаниям. А сейчас нынешняя наша жизнь, она такова, что всегда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, с какими-то испытаниями. И свойство жизни таково, что человек всегда сталкивается с испытаниями. Аллаху Субханаху ва Тааля в суре Мульк сказал: «Аллази халакал маута валь хаята лияблуакум айюкум ахсану амаля». Он тот, который сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать и увидеть. То есть Аллах Субхану ва Тааля сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать нас. Он говорит: испытать вас и увидеть, кто будет лучше своими делами. То есть человек в этом мире живет, Аллах Субханаху ва Тааля создал жизнь, создал смерть для того, чтобы испытать, кто из нас будет лучше в своих делах. В другом аяте Аллах Субханаху ва Тааля в суре Бакара говорит: «Валянабluаннакум бишайин миналь хауфи валь джу'i ва наксин миналь амвали валь анфуси валь тамарат ва башширил му'минин». Аллах Субханаху ва Тааля говорит: и вы непременно будете испытаны. Не просто Аллах Тааля говорит: я вас испытаю. Аллах Тааля говорит: «Валянабluаннакум», то есть для утверждения, для подтверждения. «Валянабluаннакум», мы непременно вас испытаем. Чем? Бишайин миналь хауфи, чем-то из страха, валь-джу'i, голодом, ванаксим миналь амваль, уменьшением ваших имуществ, валь-анфуси валь-тамарат, и также уменьшением ваших душ и ваших посевов. То есть Аллах Субханаху ва Тааля будет забирать кого-то среди нас, родственников и так далее. Это относится к уменьшению душ. Уменьшение посевов – это когда нет дождя, когда приходит сухость и так далее. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, он будет испытывать уменьшением имущества. И Аллах Субханаху ва Тааля в конце аята говорит: «Вабашширил му'минин», и обрадуй верующих. Обрадуй верующих. То есть после того, как Аллах Тааля сказал, что будет испытание, придет к вам страх, придет голод, Аллах Тааля может испытать голодом, уменьшением имущества, уменьшением душ, то есть будет забирать близких людей. Кто-то теряет родителей, кто-то теряет детей, родственников. Посевы уменьшаются. Ты трудишься, сажаешь, время приходит брать, нету ничего, Аллах Субхану ва Тааля испытывает. И Аллах Тааля в конце аята говорит: «Вабашширил му'минин», и обрадуй верующих. Обрадуй верующих. Какие это верующие? «Аллазина ида асабатхум мусиба», это те, которые, когда к ним приходит какая-то трудность, невзгода, проблема,
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. И это те, которые, когда к ним приходит трудность, испытания, они говорят: поистине мы от Аллаха и к Нему наше возвращение. Поистине мы от Аллаха и к Нему наше возвращение. И тот, кто, мы прочитали аят, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: все, что постигает вас из трудного, фамин Аллах, то оно от Аллаха, оно предписано. И что бы ты ни сделал, оно бы случилось с тобой. Что бы ты ни случилось, ты бы потерял этого человека. Что бы ты ни сделал, это имущество ушло бы от тебя. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: все, что постигает вас, оно от Аллаха. И Аллах Тааля говорит: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. И тот, кто уверует в Аллаха, уверовал в Аллаха, тот, чье сердце связано с Аллахом, тот, чья связь крепкая с Аллахом, яхди кальба, Аллах Тааля даст ему спокойствие сердца, успокоит его сердце. То есть после вот этих испытаний, которые Аллах Тааля тебе даст, твое сердце будет спокойно. Аллах Тааля даст тебе спокойствие сердца. Ты будешь спокоен, если у тебя твое сердце будет привязано с Аллахом Субханаху ва Тааля. И мы сказали, что это сейчас очень, мы нуждаемся в этом правиле, мы нуждаемся в применении этого в своей жизни. Так как мы сказали, что мы часто сталкиваемся с проблемами, и часто мы видим, что человек впадает в разочарование, он отпускает руки, он впадает в разочарование, он начинает говорить: почему со мной так происходит, почему Аллах Тааля меня так наказывает, начинает жаловаться на Аллаха. То есть он жалуется своим предопределением, он жалуется тем, что ему предписано. И есть хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, описывает состояние верующего и говорит: «Аджабан ли амрил му'мин». Аджабан – удивительно, удивительно положение верующего. То есть удивительно, оно непростое. В чем же удивление? «Инна амраху куллюху хайр». Все его дела, все, что с ним случается, для него благо. Что бы с тобой ни случилось, что бы тебя ни касалось, для верующего человека это благо. Если его постигнет благое, с ним случится благое, что-то хорошее, шакар, он будет благодарить Аллаха. Факана хайран лях, и это будет благом для него. Тебя касается что-то хорошее, радостное. Альхамдулилля, радости тоже часто случаются. Кто-то видит только плохое, но на самом деле много около нас хорошего тоже случается. И если раб Аллаха, если мусульманин, верующий человек, будет благодарить Аллаха за эти блага, то это будет благом для него, хорошим для него. وَإِنْ أَصَابَتْهُ شَرَّاءُ صَبَرٌ. А если его касается беда, плохое, трудность, сабар, он терпит. Он терпит, проявляет терпение. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. И это становится благом для него. И это показывает вот этот хадис, да, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описывает состояние верующего, да, при хорошем и при трудном. Это показывает состояние сердца верующего человека, что оно спокойно всегда. Когда его коснулось хорошее, он благодарит Аллаха, говорит: это от Аллаха, альхамдулилля. Он говорит: альхамдулилля, это от Аллаха, Аллах Тааля дал мне это благо. И проявляет благодарность, и эта вещь Аллах Субханаху ва Тааля делает для него благим. И когда его касается трудность, проблема, какая бы она ни была, он что делает? Терпит и говорит тоже альхамдулилля. И как говорится, когда человек, мусульманина, касается блага, он говорит: альхамдулиллахи аллази би ни'матихи татимму ссалихат. Хвала Аллаху, по причине которого, то есть по его ни'мату, по его благам,
завершаются благие дела, то есть по Его милости совершаются благие дела. Завершаются благие дела. А когда его касается трудности, он говорит: «Альхамду лилляхи аля кулли халь», хвала Аллаху в любом положении. И это показывает спокойствие твоего сердца. И хочу обратить внимание на слово «сабар», то есть когда его касается трудность, он терпит, это становится благом для него. Терпит именно в момент, когда его касается трудность. А то бывает такое, человек касается трудность, он весь пар выпускает, то есть там у него все там проходит, разочарование, может быть, злость, крики, слова какие-то, а потом он все успокаивается и говорит: ну я буду терпеть. Нет, этот человек уже не стерпел, он уже выпустил свое недовольство. Терпеть именно в момент, когда вот случается трудность, когда вот, может быть, злость переполняет, может быть, ты хочешь высказаться, может быть, еще что-то, и в этот момент ты не показываешь, что у тебя в сердце спокойно, вот именно в этот момент. А не через час, не через два уже, когда уже там все остыло. И после этого человек говорит, что он терпит. Нет, именно терпение, именно когда, в самый горячий момент, когда, чтобы ты стерпел это. И если действительно твое сердце будет спокойно, и ты стерпишь, иншаллах, Аллах субханаху ва тааля сделает это благом. Если ты в момент скажешь «Альхамду лилля», это по предопределению Аллаха субханаху ва тааля. И Аллах субханаху ва тааля в этом аяте сказал: «Ваман ю'мин биллах», и тот, кто уверовал в Аллаха, то что? Аллах тааля яхди кальба, даст спокойствие, то есть направит его сердце на прямой путь. Будет спокойно его сердце. И это дает нам понять, что чтобы достичь этого состояния, чтобы мы всегда были спокойны, чтобы наше сердце было спокойно и всегда привязано с Аллахом, мы должны укреплять связь с Аллахом субханаху ва тааля. Работать над тем, чтобы укреплять связь с Аллахом субханаху ва тааля. Получать знания, увеличивать свои поклонения, чаще вспоминать об Аллахе, делать зикр. И, иншаллах, Аллах субханаху ва тааля направит нас на прямой путь, и сделает наше сердце спокойным в любом состоянии. И мусульманин должен понимать, что трудности будут его касаться. Мусульманин, он понимает, что он не пришел в этот мир для того, чтобы прожить его, чтобы все было хорошо, чтобы все было спокойно. Нет, мусульманин знает и читает аяты Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, где Аллах субханаху ва тааля говорит, что вы непременно будете испытаны. И Аллах Та'аля называет некоторые из вещей, которыми будет человек испытан. И если человека касается какая-то трудность, какая-то проблема, важно тоже понимать, что это не значит, если ты видишь, что какого-то человека всегда касаются какие-то трудности, что у него всегда какие-то испытания, это не значит, что Аллах субханаху ва тааля его не любит. Это не значит, что Аллах субханаху ва тааля наказывает этого человека, как некоторые люди думают. То есть вот у него всегда трудности, он всегда что-то с ним случается, у него всегда какая-то что-то там, разные моменты. Это не значит, что Аллах субханаху ва тааля не любит этого человека. Но и не значит, что он его любит. То есть не надо делать выводы, исходя из этого. Иногда люди смотрят: вот у него все хорошо, у него проблем нет, он ничем не испытывается, он трудностей не испытывает никаких, хорошо живет. Значит, и некоторые думают, значит, у него все хорошо, значит, Аллах Та'аля его любит. Нет. Сколько было тиранов, которые хорошо жили в этом мире? Сколько было тиранов, которым Аллах субханаху ва тааля давал в этом мире все? И власть у них была, и деньги были, и состояние было, все было у них. Но это не значит, что Аллах субханаху ва тааля любил их. Карун, которому была дана власть, Фир'аун, которому дана была власть, и много других. У них все было. Но Аллах субханаху ва тааля это не те, которыми был доволен Аллах субханаху ва тааля. Если мы даже посмотрим на пророков, самые сильные, кто были испытаны, это пророки. Самые сильные испытания перенесли пророки. Аюб алейхиссалям. Аюб алейхиссалям.
у него Аллах Субханаху ва Тааля наделил его красотой. Аллах Субханаху ва Тааля наделил его большим потомством. У него было очень много детей. Аллах Субханаху ва Тааля наделил его богатством, наделил его плодами, то есть у него были плодородные земли, у него был скот большой, овцы, коровы. И в один из дней все это начало уходить. Скот умер, богатство ушло, красота ушла, все дети умерли. Тело все заболело полностью, что он даже не мог двигать телом. У него только двигался язык, которым он поминал Аллаха. Таким испытанием никто не был испытан в мире. Он был испытан, он потерял все, что было. Все. Здоровье, состояние, детей, имущество, все потерял. И он не жаловался. Он поминал Аллаха, его сердце было привязано с Аллахом Субханаху ва Тааля. Он поминал Аллаха. И он сказал: «Ва Айюбу из нада раббаху, рабби анни массани ад-дур ва анта архамур рахимин». И Аллах Субханаху ва Тааля приводит слова Айюба. И когда Айюб постигла трудность, трудность, и он сказал: «О Господь мой, меня постигла беда, трудность, испытание». И он сказал: «Ва анта архамур рахимин». А ты самый то есть наимилосерднейший. И он поминал Аллаха Субханаху ва Тааля, он восхвалял Аллаха Субханаху ва Тааля. Его сердце было спокойно, он не отчаивался, не горевал. Другие пророки, Юсуф, алейхиссалям, был брошен в колодец, был продан на рынке рабов, был посажен в тюрьму, но он не жаловался на свое состояние. Он не жаловался, он терпел, проявлял терпение. У него было спокойное его сердце. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также был испытан. Также был испытан тем, что даже мы пример можем привести, да, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было 7 детей. Из 7 детей 6 умерли при жизни его. Детьми умерли. И одна только дочка пережила его. То есть он был пророком. Кто-то скажет: как? Ну, он же пророк, он же любимый, наилюбимейший человек у Аллаха Субханаху ва Тааля. Самый близкий человек у Аллаха Субханаху ва Тааля. Самый любимый его раб, самый любимый его посланник. Но он был испытан. И поэтому человек, когда к нему касается испытания, он должен быть спокоен и должен понимать, что в этом есть благо для него. В этом есть благо для него. Да, это трудность, но это благо. Это благо. Какая бы трудность тебя ни касалась, ты обанкротился, ты потерял имущество, у тебя что-то случилось со здоровьем. Да, это трудность, это испытание, но это благо для тебя, если ты будешь терпеть. Аллах Субханаху ва Тааля даст тебе взамен намного больше. Возможно, в этом мире уже даст, если ты проявишь терпение. И Айюб, алейхиссалям, он показал свое наикрасивейшее терпение. Он показал наикрасивейшее терпение. И он сердцем понимал, то есть он был близок к Аллаху Субханаху. Он всегда поминал Аллаха, он просил его, он поминал Аллаха. И Аллах Субханаху ва Тааля вернул ему все. Здоровье, Аллах Субханаху ва Тааля вернул ему здоровье. Аллах Субханаху ва Тааля дал ему еще много детей после этого. Вернул ему его скот, его имущество. И намного больше вернул, чем до этого было. Поэтому и пророки были испытаны. И человеку, мусульманину, после этого, как человек может думать, что он не будет испытан, что у него только все будет хорошо. И здесь это правило, мы сказали, учит нас к тому, что чтобы мы
привязывали свое сердце к Аллаху Субханаху ва Тааля, чтобы мы связывали его с Аллахом Субханаху ва Тааля, укрепляли свою веру. И Аллах Субханаху ва Тааля направит наше сердце, наставит наше сердце, даст спокойствие нашему сердцу. И спокойствие сердца, нахождение сердца на прямом пути, оно только от Аллаха Субханаху ва Тааля. Он переворачивающий сердца. И поэтому человек всегда должен находиться на пути укрепления своей связи с Аллахом Субханаху ва Тааля. И приведу один пример с жизни сподвижников, радийаллаху анхум. Один из дней у сподвижника по имени Абу Тальха, он уехал в сафар, вышел в путь. И когда он был в сафаре, в путешествии, его сын умирает. То есть это был ребенок, не взрослый еще сын. Он умирает, и когда Абу Тальха возвращается домой, жена запрещает говорить слугам о том, что произошло. То есть муж возвращается, он ничего не знает, Абу Тальха возвращается, он ничего не знает. И жена запрещает говорить слугам, что случилось что-то, то есть что умер сын его. Когда Абу Тальха возвращается, жена его кормит, то есть подготавливает ему все, еду и так далее, все, он кушает, садится, отдыхает. И после этого Тальха, то есть жена Абу Тальхи, спрашивает, что ты скажешь о том случае, если, например, тебе кто-то что-то дал на хранение, и через некоторое время он просит тебя вернуть, он или забирает то, что он тебе дал. То есть, все, я у тебя забираю это. Я тебе на время только дал на хранение, как аманат. Сейчас я его забираю. Что, ты можешь что-нибудь сказать этому человеку против? Абу Тальха говорит, нет, не могу. Как я ему что-то скажу? Если это его имущество, как я что-то могу сказать? Он приходит, свое забирает. Он мне на хранение только отдал. И она говорит, жена его, вот Аллах Субханаху ва Тааля дал нам как аманат, как веренного ребенка, верил нам ребенка, и теперь он его забрал. То есть смотрите, насколько их сердца были, да, ей было трудно, да, она, то есть, как бы, ей было печально, но как она это воспринимала и как она это подавала. Она сказала, что ты скажешь? И вот она говорит в конце, Аллах Субханаху ва Тааля дал нам сына, он нам дал, и он через некоторое время забрал. Что ты можешь после этого сказать? Аллах Тааля дал, он забрал. Аллаху принадлежит то, что он взял, и Аллаху принадлежит, что он дал. И каждая вещь у него есть определенный срок. Поэтому, чтобы с нами не случилось, мы всегда должны, то есть укреплять свои отношения с Аллахом Субханаху ва Тааля, укреплять себя на единобожии, и чтобы не случилось, понимать, что это от Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы нас не постигло, и это является благом для нас. И оно предписано, и оно бы не изменилось, оно бы случилось с нами. И тогда сердце человека будет спокойным. И хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, еще раз, да, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, удивительное положение верующего. Если касается его хорошее, он проявляет благодарность, и это для него благо. Если его касается трудность, ты заболел, тебя коснулась болезнь, прояви терпение, красивое терпение, и это будет благом для тебя. И это слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в котором нету сомнений. «Вама янтику аниль хава». И он никогда, Аллах Тааля говорит, «Вама янтику аниль хава». И он не говорил от себя. Он не говорил никогда просто от себя. «Ин хуа илля вахьюн юха». И это было откровением, которое не спаслалось ему. И даже хадисы, которые есть, это не просто слова пророка, которые вот он сам говорит. Поэтому пусть Аллах Субханаху ва Тааля поможет нам укрепить наши сердца на истине, поможет нам укрепить связь с Ним, даст нам крепкую веру, твердую убежденность
в том, что все, что с нами случается, это по Его предопределению. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам только благо. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ан ла илляха илля анта, астагфирука. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.